Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты телеканала «Якутия-24». Расскажем итоги дня. Смотрите сегодня. Полезные ископаемые – наше все. Глава региона Айсен Николаев встретился с руководством крупнейшего геологического холдинга страны «Росгеология». Обилимпикс-2019 проходит региональный этап чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью. Сюжет с места событий. Игрушки мишкам. Колымане и Ломоносову сделали подарок 2 игрушки от компании «Роснефть». Как животные опробовали новинки. Дальше больше. Якутский фильм «Надо мной солнце не садится» выйдет в международный прокат. 6-й ЕКТ Гикфест. Якутяне активно готовятся к ежегодному фестивалю популярной мировой культуры. Гастроли Саха-театра и ярмарка вакансий. Обзор новостей Ниренгринского района в конце выпуска. Якутия была и остается регионом страны, где добываются большие объемы полезных ископаемых. По многим направлениям мы занимаем лидирующие места внутри страны, но и в мире. Эти позиции должны быть сохранены. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на встрече с руководством крупнейшего геологического холдинга страны АО «Росгеология». Там обсуждались вопросы перспектив развития геологоразведочных работ на территории республики. В своем выступлении генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков отметил, что у нашего региона большие перспективы в этом направлении, как по добыче нефти и газа, так и по добыче алмаза, золота, серебра, угля и других полезных ископаемых. Я уверен, что необходима дальнейшая системная работа по увеличению затрат, с одной стороны, на ГРР, увеличению работ, но и как следствие получения большего экономического эффекта для развития экономики республики. Сегодня правительство Якутии ставит перед собой задачу по повышению региональной изученности, особенностей геологического строения республики, а также по воспроизводству минерально-сырьевой базы, отрабатываемых и вовлекаемых в освоение запасов для обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики. Здесь недропользователей надо, может, с одной стороны и стимулировать, с другой стороны надо их поддерживать. Есть ряд административных барьеров, очень таких серьезных и на федеральном, и на республиканском уровне, которые, очевидно, надо уже сегодня снимать для того, чтобы, еще раз говорю, геологоразведка проходила, и те запасы, которые сегодня уже могут быть поставлены на баланс, ставились на баланс предприятий, ну а те месторождения, которые необходимо вовлекать в оборот, вовлекались, и соответствующим образом уже доход республики поступали новые бюджетные доходы. Я признателен Росгеологии, Сергею Николаевичу за то, что он с большой командой сюда прилетели и как раз были инициаторами данного совещания. Напомним, сейчас Росгеология работает на 23 объектах на территории Якутии. Из них 15 объектов – это по добыче твердых полезных ископаемых, а 8 объектов на добыче нефти и газа. К другим новостям. В Якутске прошло совещание по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» у первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова. Подрядчики уверяют, что все дорожные работы по федеральной программе «Качественные и безопасные дороги» в Якутске будут завершены в срок до 31 октября. Ранее наш телеканал сообщал, что в городе есть 2 сложных участка, где идет отставание – Хатынюряха и Ларионова. Так, по словам подрядчика Дорис, полностью завершено асфальтирование участка на Хатынюряхе, а на Ларионова на первом участке уложено 3 слоя асфальта и идет подготовка второго участка. К 18 октября второй участок Ларионова будет заасфальтирован, уверяет подрядчик Сахатрансстрой. Далее цитата: «Никто не даст вам сорвать нацпроект», заключил на совещании первый зампред правительства Алексей Колодезников. Обильный снегопад осложняет движение на дорогах Алдана. Образовался гололед и снежный накат на проезжей части и тротуарах. Нежелательно парковать машину возле зданий. Все службы города работают, тем не менее, в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопад продолжится. И автомобилистам, и пешеходам нужно быть осторожными в этот период.
Помним, конечно, что ж идем очень скользко. И только сейчас об этом разговаривали, что нужно застраховать свою жизнь. Сегодня как раз ехала с утра, видела, столкнулись две машины возле 1000 мелочей. Авария была, да. И автобус уже пришел не вовремя, потому что там где-то на Солнечном съехал с дороги. Раскрыто разбойное нападение на Институт мерзлотоведения в городе Якутске. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, 37-летнего и 38-летнего жителей столицы республики. Напомним, 7 октября утром неизвестные ворвались в административное здание института с целью хищения денежных средств из установленного в фойе банкомата. Злоумышленники применили перцовый газ в сторону двух работниц института и попытались взломать банкомат. Когда их попытки не увенчались успехом, мужчины скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. Пострадавший человек от обрушения канавы в Нерюнгри находится в удовлетворительном состоянии. Напомним, накануне спасатели извлекли из-под завалов мужчину. Происшествие произошло во время проведения работ по углублению канавы. Очевидцы сразу же приступили к спасению пострадавшего и вызвали экстренные службы. Мужчина от госпитализации отказался. Мы освобождали ноги. Человек довольно глубоко был и прижат к трубе. Совместными усилиями с сотрудниками пожарного гарнизона Нерюнгринского района человек был освобожден и передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Не учли, наверное, погодный фактор. Земля влажная, тяжелая, сырая, снегопады. И вот этот оползень земли как раз получилось роковое стечение обстоятельств, что у человека привалило. Также в Нерюнгри с 5-го этажа упал и разбился молодой человек. После вызова через 5 минут бригада медиков приехала на место происшествия и обнаружила мужчину примерно 22 лет. Скорая оказала на месте первую помощь и доставила пациента в реанимационное отделение Центральной районной больницы. Было проведено полное обследование, в ходе которой были выявлены травмы, несовместимые с жизнью. Спустя 2 часа мужчина умер, не приходя в сознание. Ведется расследование произошедшего. В Ленске работает группа врачей-сурдологов из Республиканского сурдо-логопедического центра. Специалисты оказывают медико-консультативную помощь пациентам, страдающим патологией слуха и речи, инвалидам по слуху, а также направляемым на медико-социальную экспертизу или переосвидетельствование. Приезд этих врачей организован по приглашению работников Ленской ЦРБ в связи с отсутствием в штате таких специалистов. В течение 2 дней врачи провели обследование более 60 человек, и завтра специалисты выезжают в Витим и Пеледу Ленского района. В вашей больнице нет такого специалиста, как сурдолог. Это редкая специальность. Сурдологопедический центр у нас в республике один. К нам направляют со всех улусов, республиканский сурдоцентр, да? Но ваша больница решила пригласить из-за отдаленности улуса, да, к себе, чтобы мы оказали консультативную медицинскую помощь. Это очень хорошо. Это удобно и для пациентов, самое главное для пациентов. Инвалиды, они не могут все приехать к нам, да, не позволяют. Сегодня Всемирный день почты. Цель этой даты – пропаганда роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний, и вклада этой организации в социально-экономическое развитие страны. Сегодня в России работает более 40 тысяч отделений почтовой связи. Компания охватывает своими услугами 99% территории страны. Возможность проявить свои таланты появилась у участников регионального этапа чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью «Обилимпикс-2019». В этом конкурсе принимают участие 134 человека со всей республики. Чемпионат проходит по 18 компетенциям на 14 конкурсных площадках. Подробности в сюжете Ольги Башук.
В колледже инфраструктурных технологий СВФУ провели региональный этап чемпионата Обилимпикс по компетенциям веб-дизайн и информационная безопасность. В каждой из компетенций по 6 участников. Это студенты Вилюйского и Якутского педагогических колледжей, колледжа связи и энергетики и Якутского колледжа инновационных технологий. В компетенции веб-дизайна ребята создают сайт на тематику «Жизнь театра». А в информационной безопасности ребята учатся защищать как локальную сеть для предприятия, так и в Linux-системы для защиты вхождения по ключам ИЦП. Критерии у нас допустим, по информационной безопасности мы судим по критериям, насколько они хорошо защитили сеть, то есть выполнили ли все условия, которые поставлены в задании. А в веб-дизайне насколько как хорошо работает сайт, а как и насколько красиво он выглядит. Сайт, а именно театральную страницу для привлечения молодежи, создал и один из участников чемпионата. Сам по себе Обилимпикс – это конкурс для детей с ограниченными возможностями, а я именно как раз-таки подразделяюсь на детей с ограниченными возможностями, поэтому я решил здесь поучаствовать, так как здесь можно получить незабываемый опыт. Тут очень приветственные волонтеры, которые всегда помогут, подскажут, и можно потянуть какие-то знания, да еще и дают вот эту футболку, еще и бейджик в подарок. Вот, это очень-таки приятно. На следующий год я тоже думаю прийти в Обилимпикс для набора опыта, естественно, для получения каких-то призовых мест. Не только студенты, но и 10 школьников с ограниченными возможностями здоровья соревновались в компетенции мультимедийная журналистика. Они собирали материалы про сам конкурс, чтобы потом представить слайд-презентацию. Один из участников Максим Ходорченко, школьник из поселка Усть-Нера Аймиконского района. Полгода назад в рамках акции «Весна на НВК» исполнилась мечта Максима. Компания выделила необходимые средства на приобретение заветного экзоскелета. Нам сделали экзоскелет в Волгограде еще в апреле. Мне он помогает вас в движении самому. Мне становится легче двигаться, легче кушаться. Ну, в общем плане помогает. Максим учится в 9 классе и уже начал задумываться о будущей профессии. Он хочет связать свою жизнь с журналистикой. Я в своем поселке Усть-Нера в ЦРДТ «Пегас» хожу на кружок мультимедийной журналистики. И меня пригласили на этот самый конкурс. Я согласился. Хочется попробовать, скажем так, свои силы. Якутия начала участвовать в национальном чемпионате по профмастерству в 2016 году. За последние 4 года количество компетенций увеличилось почти в 4 раза. Так у якутян появилось больше шансов показать свои таланты и мастерство на российском уровне. Ведь победители в каждой из 18 компетенций поедут представлять Якутию на российском этапе чемпионата Обилимпикс, который пройдет в Москве уже в ноябре. Ольга Башук, Джулус Иннокентьев, Якутск. Алданские школьники готовятся представить свои знания родных языков на международной арене в Китае, рассказывает Татьяна Вахнина. Ученики школы номер 20 села Хатыстыр представят знания тунгусского и арачонского языков на международной арене. 16 человек отправились в Китай, чтобы принять участие в 3-й междисциплинарной тунгусской конференции. В рамках конференции пройдет Олимпиада по эвенкийскому языку. Они выехали на международную олимпиаду по эвенкийскому языку. Будут принимать участие как наши дети из Салданского района, изучающие эвенкийский язык, так и со школы Арктика Нерингринского района. Эвенкийский язык изучается в 3 школах Алданского района. Ребята из сел Хатыстыр и Кутана, а также поселка Угаян, регулярно принимают участие в различных фестивалях и конференциях, посвященных этническим вопросам. Также меряются лингвистическими знаниями в олимпиадах различного уровня. Рашида Закирова преподает английский язык в школе села Хатыстыр. В Якутию она приехала несколько лет назад из Башкортостана. В сельской школе Рашиде Гельмеддиновне, в прошлом преподавательнице вуза, работать очень нравится. Ей, как филологу, интересен процесс освоения детьми сразу нескольких языков. Хорошие условия создаются для ребенка, когда с ним говоришь не только на английском языке, но все равно ведь в первую очередь родной язык тоже нужен. И вот тут мне очень даже понравилось то, что и якутский знают они, и фактически вот эвенкийский сейчас учат, английский, русский, и фактически получается полиглоты. Я говорю, ребятки у меня полиглоты. В 2019-м, объявленном Организацией Объединенных Наций годом сохранения языков коренных народов, главой Алданского района было принято соответствующее постановление. Документом предусмотрен план мероприятий. Так, одна из газет будет издавать эвенкийскую страничку. Будет вкладыш на эвенкийском языке в связи с объявленным годом
языка коренных народов. На эвенкийском языке будет вкладыш раз в квартал. Авторами публикаций эвенкийской странички станут юные носители языка, а их статьи заинтересуют и русскоязычных читателей. Страничка будет издаваться на 2 языках. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. Вернемся через паузу, 30 секунд. Далее смотрите в продолжении нашей программы. Игрушки мишкам. Колымане и Ломоносову сделали подарок 2 игрушки от компании «Роснефть». Как животные опробовали новинки. Дальше больше. Якутский фильм «Надо мной солнце не садится» выйдет в международный прокат. ЕКТ Гикфест в 6-й раз. Якутяне активно готовятся к ежегодному фестивалю популярной мировой культуры. Гастроли Саха-театра и ярмарка вакансий. Обзор новостей Ниренгринского района в конце выпуска. Это программа «Итоги дня» на канале Якутия-24. Мы продолжаем выпуск. 16 рисунков о космосе воспитанников детских домов передали в музей космонавтики села Дюбсюн Усть-Алданского района. Работы уже побывали на выставке в Московском авиационном институте и стали победителями конкурса рисунков «Мой космос». Поддержку в участии оказала доцент Московского института Саргалана Захарова. Она же организовала приезд и встречу Героя России космонавта Романа Романенко с учениками школы-интерната для детей-сирот. Ранее рисунки в течение лета были выставлены в Музее «Россия. Моя история». Я нарисовала про космонавтику Саргалана Егоровну, как она мечтает о космосе. Ракеты, космос, и там девушка стоит, она... Эта акция у нас не завершается. Сегодня мы пришли для подписания 4-стороннего соглашения между нашей школой и Центром дополнительного образования Усть-Алданского улуса, между средней общеобразовательной школой село Дюбся, музеем космонавтики и авиации и детским технопарком. Якутский фильм «Надо мной солнце не садится» выйдет в международный прокат. Завтра его покажут в Казахстане, а с 11 октября в Кыргызстане. Кинолента производства «Сахафильма» является обладателем приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, также приза 22-го Шанхайского международного кинофестиваля, а также гран-при кинофестиваля «Серебряный Акбузат» в Уфе. Кроме этого, киноработа якутского режиссера победила в номинации «Лучший игровой фильм» на Байкальском международном кинофестивале «Человек и природа». В Якутии кинокартина побила рекорд по сроку проката. Его показывали около 4 месяцев. Белым медведям Колымане и Ломоносову сделали очередной подарок – 2 новые игрушки от компании «Роснефть». Добывающее предприятие является опекуном белых медведей в России, и такие же подарки в эти дни получают зоопарки всей страны. Игрушки эти улучшенные, прочные, яркие и многофункциональные. Как восприняли подарок Ломоносов в сюжете Саргаланы Захаровой. Самый грозный хищник Арктики мгновенно превращается в милого медвежонка при виде новой игрушки. С первых секунд, выйдя из своего жилища, Ломоносов замечает подарок и, как маленький ребенок, начинает с ним играть. Подбрасывает вверх, прыгает за ним в бассейн. Подарки были и раньше, но этот особенный. Игрушка изготовлена из прочного пластика, а временами она будет радовать своих владельцев еще и вкусными сюрпризами. Для этого в шаре есть потайные карманчики. В последующем мы можем туда добавлять корма в шар, какие-то запаховые элементы, чтобы стимулировать поведение животных. Вы знаете, что очень много внимания уделяется именно обогащению среды, чтобы животные в искусственных созданных условиях они были более активны, да? Ну, пока Ломоносов играет с одной игрушкой, здесь рядом со мной стоит еще один подарок, который вручат завтра. Это такой цилиндр. Он выполнен также из прочного пластика, высотой где-то 1,5 метра. У него есть также такие же отверстия, куда можно класть еще одни подарочки в виде кусочков вкусного мяса. И уже завтра они получат, и для медведя это будет вдвойне приятно.
Такие же подарки получили и другие белые медведи во всех зоопарках страны. Цель не просто порадовать мишек. Еще одна миссия игрушек – помощь в изучении поведения хищников. Интересно будет, да, как вели себя медведи, например, в Московском зоопарке, в Красноярском, вот в Якутском зоопарке, да. Тем более климат у нас совсем другой, и вот в течение долгой зимы будем наблюдать, как же, будут вести себя животные с данными игрушками. Наблюдать за игрой медведей могут и посетители зоопарка Ортодойду. Можно с уверенностью сказать, что равнодушным не уйдет никто. Дневной запас позитива и умиления гарантирован. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, Хангаласский улус. Герои известных видеоигр, аниме, фильмов и мультфильмов соберутся на 6-м ежегодном дальневосточном фестивале популярной культуры ЕКТ «Гикфест». Предстоящее событие пройдет в это воскресенье в спорткомплексе «Дахсун» в столице. Многие участники ведут активную подготовку к этому событию. Подробнее Андрей Мухоплев. Илья участвует в конкурсе костюмов косплей с 2016 года. Первый перформанс был в костюме главного злодея из вселенной «Звездных войн» Дарт Вейдер. Оглядываясь в прошлое, он назвал свое творение, мягко говоря, не очень. После проигрыша пообещал себе, что станет настоящим косплеером и сделает что-то, от чего все будут в шоке. Упорно готовясь под песни AC/DC, как отметил Илья, их музыка очень мотивирует. На следующий год он получил первое место в номинации «Самый узнаваемый косплей» с костюмом из все той же вселенной «Звездных войн». Антагонист – генерал Гривус. Желание каждого человека, который увлекается какой-либо вселенной или интересуется чем-нибудь, то что, представить себя в шкуре именно своего любимого персонажа, чтобы ты мог понять, что вот мой персонаж, кажется, может быть реальным. Потому что я его сделал, и я могу его отыграть. Значит, то, что он может быть в реале, и ты можешь это осознаешь и, получаешь более-менее такое удовольствие, именно делая сам костюм, ты понимаешь, что, допустим, ты из вот таких вот обрезков каких-нибудь, из какого-то листа делаешь, прям костюм, и чтобы он выглядел прям натурально. Это очень сильно мотивирует и дает очень сильный всплеск эмоций. Семья 17-летнего Ильи всячески поддерживает его морально и финансово. На изготовление одного костюма может уйти до 6 месяцев, а стоимость до 50 тысяч рублей и больше. Огромный костюм, который сделал Илья, персонажи популярной британской настольной игры, действие которой происходит в мрачной техно-фэнтезийной космооперной вымышленной вселенной. Один из жителей Англии захотел выкупить его за 250 тысяч рублей. Костюм полетит к лондонскому фанату после грядущего Гикфеста. Исходя из настольных игр, как сказали организаторы, чаще главные призы выигрывают персонажи из видеоигр. Перейдем из брутального к женственному. Анжелика пришла на первый Гикфест в 2014 году в образе Малефисенты и сразу стала призером. Набравшись опыта победителя и призера, через 3 года стала членом жюри и попала в группу организаторов Гикфеста. У кого есть персонажи, которыми они восхищаются, которыми бы они хотели быть не в реале, а в фантазиях. Вот теми они становятся, и на один день получается. То есть это такой Новый год на один день, Хэллоуин. Это как бы, понимаете, вот в Америке же есть Хэллоуин. Для них это праздник, как Новый год, второй Новый год. А для нас это Гикфест. Гостями фестиваля станут популярный видеоблогер, автор комиксов из Санкт-Петербурга Денис Оптимистер и Григорий Айрапетян, известный как Альфа-Кот, член жюри костюмов «Косплей». Он является победителем международного конкурса косплееров Overwatch Cosplay Battle. А в Якутске он порадует своим внушительным косплеем знаменитого японского аниме «Гайвер». Андрей Мухоплев, Семен Семенов, Якутск. Мы продолжаем акцию, посвященную 75-летию победы над фашистской Германией. Сегодня на нашем канале «Якутия-24» в 21:00 смотрите фильм, созданный нашими коллегами много лет назад. Мы решили сохранить фильм в изначальном виде, не подвергая редакции или монтажу.
Напоминаем, в кадрах хроники будут показаны герои тех лет, ветераны, о которых и по сей день мало что известно. Поэтому, если вы увидите знакомые лица, просим вас обратиться к нам в редакцию и рассказать о событии, либо об этих людях. Нам важна любая информация. Телефон горячей линии редакции 420888. В благодарность за участие в создании материала наш телеканал передаст вам этот видеофильм в подарок. Итак, акция «Мы помним» сегодня в 21:00 на нашем канале. На твоем обилии. Далее смотрите обзор новостей и событий Ниренгринского района. Слово передаю коллеге.